ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 6 июня вся Россия отметила день рождения солнца русской поэзии. Пушкина по традиции почтили и в Ухте. Нам есть чем похвастаться. В нашем городе уже в 1937 году появился памятник поэту. Его создал репрессированный Николай Бруни. Потом с оригинала сняли точную копию и поставили на видном месте в 1999 году. С тех пор именно там собираются ухтинские пушкинисты. Какой в изяществе творений страстей возвышенных накал! Без ложной скромности сам гений себе бессмертие предрекал. Восторг не сгладили столетия, все ставит время на места. Созвездиями строчки светят, в них сила слов и красота. Этот памятник, к слову, входит в десятку лучших по всей стране. И пушкинские чтения у нас тоже проводятся еще с 50-х годов прошлого века. Тогда их организатором был Генрих Корчевский, тот самый, чье имя теперь носит Центр творчества в детском парке. Только было это давно. А любят ли ухтинцы Пушкина сегодня? Мы решили спросить у прохожих, а что написал один из самых известных авторов русской литературы? Не знаю, Евгений Онегин. Еще? Сказка о рыбаке и рыбке, да? О царе Салтане. Очень много стихов, сейчас, наверное, не вспомню на первый взгляд даже. Сказка Попера, Вутники Павли. Евгений Онегин. Руслан и Людмила. Подождите, станционный смотритель. Метель. Про няню. Были стихи у него про няню. Про «Выпьем с горя, где же кружка?» Да. Сердце будет веселее. День чудесный. Там друг чудесный. Как нынче взбирается вещий Олег отомстить неразумным хазарам. Это его. Потом 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. Да? И сейчас. Ну и Лермонтов о нем написал. Потом, когда уже погиб. Сейчас скажу, как начинается это стихотворение. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести поникнул гордой головой. В сухом остатке 12 авторских трудов на 20 человек. А написал великий писатель 826 произведений. И не менее 30 из них проходят в школе. Вот тебе и памятник нерукотворный. Такого бы точно не вынесла душа поэта.